Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на вашего мужчину. Давайте посмотрим, чем вы его зацепили, его откровенный и честный ответ. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, задайте ему свой вопрос. Так и спросите: мой милый дорогой, чем я тебя зацепила? Скажи честно, расскажи. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого. Так, мужчина-то у вас какой интересный. Мужчина, которого вы загадали, ну, буквально таких красивых, как вы, не видел. Вот он вас увидел и обомлел. Как будто бы, знаете, загипнотизирован был вашей красотой. Плюс мужчине про вас разные люди говорили вот что-то такое превосходное, да, что вы там лучшая, красивая, самая желанная, что вы первая красавица, да. И когда он вас увидел, вот прям в ступор впал, думает: да, правда, такая красивая, такая необычная. Но зацепили вы его не красотой, а своим умом. Потому что женщина, вы очень умная, знающая. Мне идет, что у вас богатый такой прям разнообразный запас знаний. Очень смекалка у вас развита. И у вас еще интуиция просто впереди вас идет. Вы многих шокируете, многих удивляете своим умением прогнозировать, просчитывать, определять, предчувствовать. Опять же, советы, которые вы даете, очень эффективны. Вы как будто бы имеете знания по любому вопросу. И ваши знания всегда очень четкие, точные и во благо. Вот этим вы его зацепили: умом, смекалкой, умением предвидеть. Необычно. Это для него было очень и очень необычно. Потому что раньше в его представлениях вот как бы женщина, ну что, для женщины достаточно быть красивой, да, вот все. Ну, плюс там может готовить, немножко убираться. А все остальное как бы женщине чуждо. Да? Не бывает умных женщин, это все выдумки, это все там эти феминистки придумали. А тут вы такая умная. Он вас иногда слушает, ну буквально с открытым ртом. Да, потом он думает над тем, что вы сказали, прокручивает это у себя в голове, думает: ну, откуда у нее такие знания, ну надо же, ну какая она у меня всезнающая. Прям гордится тем, что вы очень умная женщина. И опять же, для него это дополнительный плюс, потому что вы, как в его глазах очень умная женщина, выбрали его, значит, он тоже хороший, значит, он тоже умный. Хотя мне почему-то кажется, что вам иногда с ним скучно, либо вы иногда даже себя сдерживаете, чтобы мужчину не поставить в неудобное положение. Может, иногда такое сморозит, да, либо такое скажет, а вы думаете: как бы не рассмеяться, да? Вот что ему сказать, а то сейчас обидится, плакать уйдет. Вы действительно умнее, чем он, и более интеллектуально развиты. Даже если у мужчины там какое-то академическое образование, а у вас, например, нет диплома там, мастера, либо какого-нибудь PhD, вы гораздо умнее, чем он. И вы как-то умеете посмотреть всесторонне на вопрос, либо на ситуацию. А он как-то узконаправленно смотрит, вот в одну точку упирается. Умом зацепили, да, блестящим умом, умением себя подать, умением решать сложные вопросы, выходить из сложных ситуаций победительницей. Вот этим вы его зацепили. У него с этим либо проблемы, либо чисто физически, да, или ментально он не умеет так, как вы. Конечно, этим бы его зацепили. Вы ему как будто бы новый мир открыли. Видите, буква А, новое начало. И звезда, вот она буква А.
такого с ним раньше не было. Да, таких женщин он раньше не знал, не видел и даже не догадывался, что такие женщины существуют. Вы всех затмили, всех. Всех, кого он знал, кого видел, о ком читал, о ком смотрел, всех затмили. Особое и уникальное. И, кстати, он у вас очень многому учится. Даже вот на подсознательном уровне, да, он стал гораздо вот поумнее, чем был раньше. Поосторожнее, поспокойнее, просчитывать, да, научился просчитывать, мне еще это идет. Вот то, что вы транслируете, он как губка впитывает. И у него это все откладывается. Вот кто его знал раньше, до вас, вот сейчас с него удивляются и думают, как так человек поменялся, да? Раньше был лопух лопухом, а теперь он, смотри, какой весь просчитанный, продуманный. Удивляются, да. Особенно вот родственники его удивляются. Раньше они с него веревки могли вить, а теперь он прям дистанцию держит, выстраивает, да, вот эти рамки. И родственники такие, ну ничего себе, она его научила плохому. Раньше было доступно, а теперь смотри, какая цаца. Есть такое, да, есть. Девушки, женщины, кто с мужчиной проживает, ну, у вас интимная близость, то вы ему открыли какие-то небывалые удовольствия, которых раньше он не испытывал. Может быть, вы по темпераменту идеально друг к другу подходите. Может быть, потому что он так сильно в вас влюблен, да, он получает удовольствие не только на физическом плане, но и на ментальном, да, на душевном плане, духовном. Прям совсем другое дело. И мужчина очень и очень счастлив этому. Счастлив, может раскрыть весь свой потенциал. А раньше все как-то было, знаете, вот как чисто физический процесс. А сейчас это нечто большее, такое, знаете, прям прекрасное, снисходит на него. Прям очень вы ему подходите именно в интиме, в постели. И он за вас держится. Держится, очень сильно боится вас потерять. Раньше он не был таким. То есть, когда он был в отношениях с другими женщинами, его как-то это мало заботило, либо он думал, ну, ладно, это сорвется, другую найду, да, типа невелика потеря. А за вас он прям схватился, держится и руками, и ногами. И прям не отпущу, не отдам. Очень боится конкуренции, стал более каким-то ревнивым, наблюдательным, да, он теперь подслеживает, вроде кажется, что он об этом не думает, либо на это внимание не обращает, но у него всегда вот глаза туда-сюда бегают, если кто-то слишком близко к вам подходит, либо фамильярность себе позволяет, то мужчина тут как тут, уже там, знаете, такие гневные взгляды, либо там мужчину отводит и говорит, это моя женщина, вообще не подходи к ней, иначе это поломаю, покусаю. Такое тоже есть. Но он не стал ревнивым, он просто больше стал, даже, наверное, не собственником, а как защитником своей любви, своей любимой женщины, чтобы никто на вас и не смотрел, и мимо не проходил, уж тем более не касался. Дальше. Вот он честно говорит, что ему очень не нравится ваша, ну, какая-то радикальность в плане, вот если что-то не так, то вы можете очень жестко обрубить, либо зарубить на корню. То есть вы не даете как будто бы второй возможности, второго, третьего шанса не даете. И с одной стороны, да, его это восхищает, потому что он так не умеет, а с другой стороны, он этого боится. Боится, что а вдруг я где-то ошибусь, либо там дурака дам, а вы его уже больше не простите. Вы в его глазах вот жестковаты в плане вот решений, в плане как закончить что-то. Если заканчиваете, то прям отсекаете и никогда не возвращаетесь. Его это пугает. Пугает в плане того, что это может коснуться его. Ему иногда страшно, вдруг я что-то не то сделаю, не то скажу, и все. Да, без объяснений меня выставят среди ночи. И что я буду делать? Сидеть на ступеньках и плакать? Да? Я же потом ее никогда не верну. Вам бы с ним на эту тему поговорить и объяснить, что вы, да, жесткая, но справедливая. Если человек признает свою ошибку и действительно говорит, да, я был неправ, я ошибся, я все исправлю, то вы, конечно же, дадите шанс, да, на исправление. Но один. А вот если человек не признает своих ошибок, конечно, вы этого терпеть не будете, и вы себя не на улице нашли, да, чтобы всем прощать и всех поощрять. Но вот он боится этого, считает, что вы прям стальная леди.
и с вами как шутки не пройдут, не прокатят. И еще вы мужчину зацепили своим умением вот вкусно, да, готовить вкусно, я так понимаю. Возможно, вы действительно вот такая хозяюшка, вы все умеете, у вас все прям такое вкусное, сытное, прям отрада гурмана, да, вот настолько готовите. А у кого-то отыграется, что, возможно, вы имеете пару любимых рецептов, да, которые вы проверили временем, которые вас не подводят, и вот как ваши короночки. Вот ему так нравится то, что вы ему готовите, просто вот слюнки. Он начинает об этом думать, а у него уже слюноотделение идет вовсю, и желудочный сок начинает вырабатываться. Вот прям хочется все время кушать то, что вы приготовили. Он как будто бы меры в этом не знает. Может, вы его ругаете за обжорство, а он-то в чем виноват? Вы так вкусно готовите, что прям ум отъешь. Вот поэтому и ест как не в себя. Нравится, очень нравится. Возможно, мужчина там и в ресторанах кушал, и там у каких-то поваров питался. А то, что готовите вы, конечно, намного лучше, намного вкуснее, сытнее. И вот какой-то прям идеально сбалансированный вкус. Да, вот бывают люди, которые там соль не любят, бывают, которые любят там слишком острое, перченое, а у вас, видно, вот сошлось, да, вкусовые рецепторы похожие. Ему прям очень нравится. Всегда ему вот в плане еды очень угождаете. Так скоро его раскормите, будет кабанчик. Да, девочки, надо его заставлять спортом заниматься. И еще ему не нравится, что вы слишком независимая, и ему иногда кажется, что он как будто бы не в удел, да. То есть вы можете там сама и карниз прибить, и что-то, какую-то технику собрать, разобрать, умеете, не технику, может, там мебель, да, там, что обычно в Икее покупают, да, и очень сложно его собирать, а вы все можете. То есть вы не будете ждать, пока там мужчина придет, спасет, что-то для вас делает. Вы никогда не будете несколько раз напоминать и просить. Вы можете сказать один раз. Если он не среагировал, вы берете и сами делаете. И ему кажется, что вы этим самым, подчеркиваете, что вы можете без него справиться, да, что он вам не нужен. И с одной стороны, да, это его цепляет, что такая крутая, все может сама, и гвоздь вобьет, и там в этих дюбелях разбирается, и то может, и здесь решает, и там делает. А с другой стороны, он как будто бы чувствует себя, принцессой, да, и он как будто бы не нужен. И это ему немножко болит, немножко обидно, но с другой стороны, опять же, он восхищается тем, что вы все умеете. Умеете и можете. Еще вы его зацепили тем, что вы умеете любить. Вот как никто другой умеете любить. И ваша любовь — это не просто слова. Это взгляд, это нежность, это забота, это ласка. Я сейчас такую вещь скажу, но вот отнеситесь правильно. Вот как показал мужчина, что он столько любви, либо такого качества любви даже от своей родной мамы не получал. Вот как от вас получает. Если там мама давала ему дозированно, то в вашей любви он просто может искупаться. Да? Он там на спине плавает, ныряет, вообще прям растворяется в вашей любви. Вот умеете вы передать эту эмоцию, умеете вы заботиться, умеете быть очень ласковой, очень нежной. Да, мужчина прям, знаете, как в сахарок превращается. Нравится, ему это очень нравится, он об этом говорит с мужиками, он, скорее всего, этим хвастается. А вот если эта информация дойдет до его мамы, то проблемы могут быть у вас. Да, потому что мама может и приревновать, и как-то к этому неправильно отнестись. Не очень, да, звучит красиво, если вот посмотреть со стороны, то мужчина такой, мама меня так не любила, а женщина, либо жена меня так любит. Кому это понравится? Никому, и вам бы такое не понравилось. Вот, надо с ним про это поговорить, и чтобы он вас так сильно не нахваливал, особенно в глазах своей мамы, бабушки, не знаю, кто его воспитывал. Иначе, да, у вас могут быть проблемы. Но ему это, конечно, очень приятно, и хочется об этом кричать на весь мир, поэтому, наверное, это всем и рассказывают. Еще его цепляет в вас то, что вы
нежеманная, то, что вы лишены вот этих всех женских типа намеков, полунамеков, что вы себя не ведете как глупая девочка, да, там, не прикидываетесь глупенькой. Ему это очень нравится, потому что, скорее всего, у него опыт был именно с жеманницами, а вы такая прям настоящая, да, вот сильная леди, которая всегда говорит то, что думает, у которой нету там лишних слов в лексиконе, которая не выдает себя за какую-то маленькую девочку, не ищет себе папика. Да, может, кстати, вот еще момент про деньги. То есть вы можете заработать, вы можете сама заработать, и у кого-то еще отыграться, что вы зарабатываете больше, чем он. Вот это его вдохновляет, это его никак не задевает в плане, там, да, мужчина не чувствует комплексов, наоборот, он видит вас, это его стимулирует, он больше начинает работать, либо больше прокачивать свои какие-то знания, чтобы в будущем тоже зарабатывать не меньше, чем вы. Да, вы для него прям такой вот стимул, такая планочка высокая, и это его заводит еще, да, заводит. Но опять же, еще один повод для гордости, что у меня такая женщина, которая больше меня зарабатывает, крутая, да, все может, все умеет, еще и зарабатывает. Так, его задевает ваши отношения с подругами, либо с родственниками, но в негативном ключе, знаете, чем? Тем, что вы как будто бы очень много времени уделяете своим родственникам, либо своим подругам, а он себя в такие моменты чувствует ущемленным, сиротой. Да, что вот вы свое драгоценное время тратите на каких-то подруг, а могли бы потратить на него, либо вместе с ним могли бы потратить. Вот прям не нравится. Но с другой стороны, я так понимаю, что вы достаточно жестки в этой позиции, да, что да, есть вот мы с тобой и есть мой круг общения, я ничего не буду менять. Да, возможно, вы ему об этом говорили, либо так поставили вопрос, что он даже не заикается об этом сказать. Но мечтает, чтобы вы только для него были, чтобы у вас эти подруги выявились, чтобы подруг у вас там, либо не было, либо одна максимум, и то такая неназойливая. Вот тогда он будет чувствовать себя хорошо, лучше даже, чем хорошо. Да, мужчине есть чем восхищаться, и я вам так, девочки, скажу, вы какая-то особенная и уникальная. Скорее всего, у вас непростая была жизнь, и, возможно, непростое настоящее, но вы настоящий борец, вы редкая женщина, редко, да, такие женщины в мир приходят, но если они приходят, то для чего-то великого. А этот мужчина, он хоть и мужик, да, носит штаны, но он больше вот в паре выглядит как ваш верный компаньон, либо кто помощник, слуга, тот, кто на ступеньку ниже стоит. И вот этот мужчина, которого вы загадали, с одной стороны, это его задевает в негативном ключе, что как так, я же мужик, а с другой стороны, он понимает, почему так, потому что он не может похвастаться тем, чем похвастаетесь вы. Он понимает, что вы действительно на голову выше, чем он. И тут и гордость его пробирает, да, что такая прекрасная женщина выбрала его. Ну и с другой стороны, вот этот осадочек в плане того, я же мужик. Да, вы понимаете, о чем речь. Но в паре вы, конечно, выше, чем он. Выше, так было, так и есть. Даже вот здесь, смотрите, видите, ваша фигурка крупнее, а он такой немножко мелковатый вышел. И да, он пытается до вас дотянуться, какой-то тут тропличек поставил, либо ступенечку себе притащил. Но это же все не настоящее. Вы-то сильнее, вы-то мощнее, чем он выглядит. Еще мне идет, что он на какую-то вашу энергетику притянулся. Вы излучаете какую-то особенную энергетику. И смотрите, как идет. Те, кого вы любите, за кого сердце ваше болит, стучит, у этих людей как будто бы дополнительная защита появляется. Да? Скорее всего, ваша любовь — это как дополнительная защита. У этих людей как-то меньше проблем со здоровьем, и больше везения, больше удачи, больше каких-то вот хороших моментов. Но если вас обидеть, то откат очень страшный идет.
но в плане того, что люди могут и калечиться, и чем-то таким ужасным болеть, и лишаться напрочь удачи и везения, попадать в очень большие неприятности. И мужчина об этом знает. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, со своего опыта он это знает, но, с другой стороны, он прям за это держится. Он боится этого и за это держится. Он боится вас обидеть, мне идет. Потому что, скорее всего, откат он уже испытывал. Может быть, в прошлом, может быть, в начале ваших отношений, где он был неправ, где он там что-то себе лишнее позволял. Теперь он старается, фильтрует, да, аккуратненько с вами общаться, чтобы ненароком вас не обидеть. И хочет от вашей этой энергии любви получать себе и удачу, и хорошее здоровье, и прекрасное самочувствие. Вот такой еще момент. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.